Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Смотрите сегодня в программе. Вопрос, который коснется всех и каждого. Госдума скоро рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. Детали этой реформы по отношению к жителям Якутии. Сохранятся ли северные льготы? Летние каникулы с пользой. 170 бойцов студенческого отряда «Восток» имени Аюнского улетели в Петропавловск-Камчатский на трудовой сезон. Чем там будут заниматься якутяне? Новый дом, новая жизнь. В Ленске погорельцы получили ключи от квартир по программе переселения. Рассказ о счастливых гражданах, которые дождались. Вклад в науку. Ученые СВФУ получили гранты Российского научного фонда. Кто в числе победителей и какие проекты они продвигают? Направление будущего. На международных интеллектуальных играх в Якутске стартовали соревнования по 3D-моделированию. Что из себя представляет эта технология сегодня? Больше воды и мороженого. Как спасаются животные от такой жаркой погоды? Репортаж из зоопарка Артодайду. Пожароопасный сезон по республике продолжает принимать жесткий характер. Причины очевидны. Жара стоит, дождей нет. Стало известно, что возгорание в лесах на территории Мытахского наслега в Горном Улусе, возникшее еще 6 июля, усилился из-за порывов ветра. Теперь огонь находится всего в 3 километрах от населенного пункта Шалагон. Это в 74 километрах от райцентра Бердигестях. В селе объявлено чрезвычайное положение. На борьбу со стихией брошено более 100 человек и 10 единиц техники. В настоящее время в наслеге живут 565 человек. Работает средняя школа-интернат, детский сад, сельская врачебная амбулатория и другие социальные объекты. Лесной пожар действует. Удаленность от населенного пункта Шалагонский наслег 3,8 километра, это на 18:00. Сегодняшнего 10 июля общая площадь составляет 1850 га, из них лесная 1340 га, нелесная 510 га, верховой 200 га, прирост огня за сутки 300 га, нелесная 60 га. Всего задействовано на тушение лесного пожара 113 человек, из них привлеченные, то есть мобилизованные 46. Для тушения пожаров по республике вызовут искусственные дожди. Департамент по лесным отношениям Якутии направил заявку о привлечении самолета Ан-26 для искусственного вызова осадков. Однако в связи с отсутствием подходящей облачности провести такую работу можно будет только позже, на этой неделе. К сведению, такой самолет оснащают установкой для пуска в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром. Воздействие реагента инициирует процесс образования осадков вплоть до ливней. Со второй декады июля в Якутии открывается арктическая навигация. За короткий период суда должны перевезти более 340 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Всего планируют задействовать 138 единиц флота, в том числе 63 судна класса «Река-море». По долгосрочному ледовому прогнозу в море Лаптевых в июле ожидается средний уровень ледовых условий в Восточно-Сибирском тяжелый. В прошлом году при аналогичной ледовой обстановке было потеряно 18 дней арктической навигации из 70. К другим новостям. Якутия получила федеральные деньги на строительство школы в столице. Финансы по линии Минвостокразвития поступили в Якутию и будут направлены на завершение стройки школы номер 35 в Якутске. Об этом сообщил Айсен Николаев. В эти дни руководитель региона работает в Москве. Накануне он встретился с первым вице-премьером России, министром финансов Антоном Силуановым. Стороны обсудили выделение федеральных средств на покрытие дефицита бюджета республики, оказание помощи при ликвидации последствий паводка, решение вопросов по северному завозу. Кроме того, вопросы по объектам федеральной адресной инвестпрограммы.
обсудили достаточно широкий спектр наших вопросов. В первую очередь, конечно, это связано с вопросами сбалансированности нашего бюджета Государственной Республики. С нашей стороны была, конечно же, заявлена дополнительная потребность. Поручение будет дано в части того, что была изучена дополнительная потребность по заработной плате, по доведению как раз по повышению заработной платы по республике в связи с повышением МРОТ, а также с нехваткой средств в целом по субсидиям коммунального сектора. Здесь, конечно, вопросы гораздо сложнее, но вот мы сегодня пришли к выводу, что с учетом тех дополнительных дивидендов, которые акционерная компания «Алроса» будет выплачивать до конца года. Все-таки у нас ситуация выглядит гораздо более оптимистичной, нежели чем еще месяц назад. Но при этом, конечно же, федеральное правительство будет мониторить, и те возможные дотации, которые может выделить федеральный бюджет, они будут выделены нам в опережающем порядке. Школа номер 35 города Якутска, как известно, считалась долгостроем. Проект был заморожен еще в 2013 году из-за земельных споров. Теперь проблема решена. Сдать новую школу планируют уже в ноябре текущего года. Все-таки в этом году мы с радостью узнали, что с федерального бюджета выделены деньги на строительство нашей школы. Айсен Сергеевич сказал, что очень стараются и очень хотят, чтобы строительство было завершено в этом году. И как они хорошо сказали, что Новый год школьники с 35-й школы встретят в новом здании. Также стало известно, что Якутия получит в рамках программы по развитию Дальнего Востока почти 2 миллиарда рублей. Деньги направят на развитие инфраструктуры, в том числе для программы по предоставлению дальневосточного гектара и строительства объектов здравоохранения. План социального развития, он не ограничивается вот этими средствами. Были приняты решения о том, что отдельные объекты республики включены в резерв. Это такие объекты, как онкоклинический диспансер, да, вторая очередь, и кардиологический диспансер, тоже вторая очередь в городе Якутске. И вот сейчас вот правительство республики отрабатывает с Минздравом Российской Федерации, отрабатывает с Министерством финансов, Министерством экономического развития Российской Федерации, чтобы эти объекты вошли в утвержденный план и были профинансированы, в том числе за счет средств, а эти средства выделяются по программе, государственной программе социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Госдума скоро рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. Вопрос остро обсуждают по всей стране, во всех регионах России, включая Якутию. Часть населения выступает против такой идеи, некоторые поддерживают, но при этом предлагают внести корректировки в эту реформу. Власти страны, в свою очередь, заявили, что средняя пенсия вырастет на 35%. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, меры, принимаемые в области здравоохранения и образования, позволят увеличить продолжительность здоровой и активной жизни в пенсионном возрасте. Каким образом будет это достигнуто, в теме разбирался наш корреспондент Юрий Осипов. Вокруг реформы по увеличению пенсионного возраста сломали немало копий. Напомним, законопроект рассмотрят 19 июля в первом чтении. Пенсионный возраст поднимут до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Мера не будет внезапной. Переходный период продлится до 2034 года. Причина повышения проста. Пенсионеров становится больше, чем работающих граждан. В 70-х годах на одного пенсионера приходилось 4 трудящихся. Сейчас статистика кардинально изменилась. И на одного пенсионера осталось 2 трудящихся россиянина. Сегодня в целом по стране 43,5 миллиона пенсионеров. При этом количество работающего населения составляет 52 миллиона 742 тысячи человек. Даже повысив пенсионный возраст, Россия не будет лидером в этом направлении. В США и Португалии возраст выхода на пенсию составляет 66 лет, как у мужчин, так и у женщин. Позже всех в мире на пенсию уходят в Греции. Там пенсионный возраст составляет 67 лет. В Якутии из-за климатических особенностей все обстоит немного иначе. Некоторых жителей республики повышение пенсионного возраста и вовсе не коснется. Под законопроект не подпадают люди, проработавшие в районах Крайнего Севера, и представители профессий, где тяжелые условия труда.
У нас все льготы, которые мы имели как за работу и за проживание в районах Крайнего Севера, они сохранены. Мы также на 5 лет раньше будем выходить на пенсию. Кроме того, есть много категорий, для которых вообще сохранен действующий возраст выхода на пенсию. В первую очередь, это женщины, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, родили 2 и более детей. А таких у нас большинство. Отметим, что у правительства России появится дополнительная возможность для индексации пенсий. Планами и цифрами накануне поделился глава Минфина России Антон Силуанов. Подготовлено изменение пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию. Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1000 рублей. А к концу 6-летнего периода, к 2024 году, мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей с ростом к уровню 2018 года на 35%. Особое внимание в правительстве уделят мерам в области здравоохранения и образования. Они позволят увеличить продолжительность здоровой, активной жизни в пенсионном возрасте. Это направление станет частью национального проекта. За его реализацией закрепят конкретных министров. Что касается пенсионной реформы, то, по словам экспертов, положительные эффекты от нее станут заметны уже в ближайшее время. Юрий Осипов, Якутск. Что же касается трудовых отношений населения в предпенсионном возрасте, то Роструд проверит 400 предприятий, которые планируют сокращение персонала, подпадающие под эту категорию. Об этом сообщил руководитель службы Всеволод Вуколов. Ведомство, согласно правительственному поручению, усилит надзор за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет и поставит на ежегодный контроль предприятия со значительной долей работников предпенсионного возраста. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что в связи с пенсионной реформой власти не допустят дискриминации по возрасту на рынке труда. В текущем году 470 семей Якутии получат возможность обзавестись собственным жильем. Социальная программа «Молодая семья» работает с 2003 года. Ранее господдержку получили свыше 900 семей. В этом году план значительно ниже. Это связано с сокращением выделяемых денег. В программе могут участвовать семьи, в которых возраст родителей не превышает 35 лет. И еще одно из условий – семья должна нуждаться в улучшении жилья и необходимо иметь достаточные стабильные доходы. В частности, программа действует по покупке на вторичном рынке, погашение ранее взятого кредита и строительство дома. В этом году из средств федерального бюджета выделено 170 миллионов рублей. Объем выделяемых средств из республиканского бюджета упал до 15 миллионов рублей. И софинансирование из средств местных бюджетов осталось практически на том же уровне, даже больше, 218 миллионов рублей. На следующий год также нашим министерством направлена заявка в Минстрой России в объеме 230 миллионов рублей из федерального бюджета. Софинансирование муниципальных образований также осталось на прежнем уровне, порядка 200 миллионов. И из средств республиканского бюджета мы планируем выделить около 20 миллионов рублей. Тем временем свою жилплощадь уже получили жители Ленска. Там завершилось строительство очередного дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Ключи получили 24 семьи. Среди них жительница сгоревшего 2 года назад дома Татьяна Чеботкова. Сегодня она готовится к долгожданному переезду, рассказывает Светлана Балеева. Многоквартирный дом, в котором до сих пор жила Татьяна Чеботкова, частично погорел 2 года назад. Выгорела вся середина дома. Огонь не добрался лишь до 6 квартир. После осмотра дома жилищной компании было вынесено решение, что в этих квартирах можно проживать. Жильцам было подведено отопление, поменена электропроводка, засыпаны завальники, утеплены окна и проведен косметический ремонт. 6 семей проживали в этом доме. Это жуткий холод, плюс 5, плюс 8 зимой. Осенью это нашествие крыс, мышей, это запах, который стоит в подъезде до сих пор. Это запах сырости, когда крыша же не закрыта, когда льют дожди, то есть высокая влажность.
И проживать уже дом, конечно, он расходится по швам, трещит жутко, и проживать в нем, конечно, невозможно. Год погорельцы отстаивали право на то, чтобы попасть в программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В ноябре прошлого года, благодаря главе города, им это удалось. 8 семей, в числе которых и Татьяна Чеботкова, получили новые квартиры. Дом свой мы очень любили, прожили в нем 34 года, но все когда-то заканчивается, и нет худа без добра. Теперь мы получаем абсолютно новое жилье. Квартира у Татьяны двухкомнатная, 52 квадратных метра. Несмотря на то, что она уступает по площади старому жилью целых 10 метров, Татьяна не расстроена. Она немножко меньше моей, но там есть ГВС, чему я очень рада. Я надеюсь, что там будет очень тепло, потому что микрорайон теплый. И меня, конечно, поразила лоджия. Вот она меня сразила наповал, и я думаю, моя жизнь будет проходить на балконе. Оставшиеся 8 семей погорельцев получат квартиры уже в ближайшее время, когда будет закончено строительство многоквартирного дома по улице Чапаева. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Квартиру должника, который не справился с обязательствами перед банком, выставят на торги. Житель города Мирного взял ипотеку, но не смог ее выплатить. В результате он накопил задолженности на общую сумму свыше 1 миллиона 390 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали имущество. Они сообщили, что квартира находится в совершенно неприглядном состоянии. Как видите, кухня, зал, коридор, туалет захламлены мусором и бытовыми отходами. Повсюду антисанитария. Интересно, что, по словам приставов, хозяин квартиры работает в одной из престижных компаний Мирного. 170 бойцов студотряда «Восток» имени Платона Аюнского сегодня улетели в Петропавловск-Камчатский на работу в рыбный цех. Еще 50 якутян поедут на следующей неделе. Трудовой сезон будет длиться чуть больше месяца. Ребята будут заниматься переработкой рыбы на современном оборудовании. С каким настроем отправились сегодня бойцы? Репортаж Анастасии Кобузевой. Михаил Афанасьев третье лето отказывается от отдыха. Будет работать на рыбном заводе. 2 трудовых сезона отработал грузчиком. Какую работу доверят сейчас, пока не знает. Признается, на заводе сложно, но интересно. Единственный минус – к резкому запаху рыбы долго привыкаешь. Потом со временем начинаешь уже привыкать, а потом уже и вовсе забываешь про это. А когда уже после этого в город приезжаю, для моих родственников это просто запах от меня просто шло, и они я не замечаю, они замечают. Было неприятно им. Парни – основа путиных отрядов. Но есть и отважные девушки, которых не пугают тяжкий труд и погодные условия. В прошлом году я работала в Южной Корее. Там тоже на заводе работала, поэтому у меня имеется опыт. Мы сортировали виноград. Я не беспокоюсь, потому что я еду со своими друзьями, подругами, да. Впервые ребята из Якутии отправились на работу в рыбоперерабатывающие заводы в 2007 году. Тогда там трудились 40 ребят, сегодня 220. Наши ребята характеризуют себя как трудолюбивые, дисциплинированные и ответственные ребята, которые не ленятся, работают. Поэтому для работодателя выгодно привлекать студенческие отряды из нашей Якутии. Увидеть Охотское море, вулканы, попробовать на вкус свежую рыбу и икру – преимущество работы в Петропавловске-Камчатском. Для студентов это еще и неплохой способ подзаработать. Минимальная заработная плата – это 30 тысяч рублей. И плюс, если будет рыбный сезон, то у них больше. Там ребята у нас получали до 70 тысяч рублей. Климат в Петропавловске-Камчатском довольно капризный. Летом часто наблюдаются холодные туманы и моросящие дожди. Поэтому наши ребята запаслись теплой одеждой. Ведь главное, чтобы домой они вернулись здоровыми и невредимыми. Анастасия Кобузева, Григорий Охлопков, Якутск. Одна из семей Нерюнгринского района стала популярной благодаря своему 4-летнему сыну. Мальчик, несмотря на юный возраст, решил носить дреды и вести свой блог в интернете. В гостях у семьи побывала Александра Цыбикова. Семья Гасановых вместе уже 7 лет. Вагит Гюляганаглы – современный, активный и жизнерадостный парень. Работает он в парикмахерской, барбером, и знает толк в придании уникального и при этом модного стиля мужской голове. Поэтому нестандартный подход сына в выборе прически его не удивил и даже порадовал. У нас появился прекрасный сын Давид, дочь маленькая Энелька, которая буквально вот сегодня исполнилась 11 месяцев. Это здорово.
Ну, насчет креативности не знаю, мы не делаем ничего такого прям сверхъестественного, то есть это просто все идет от души. С Давидом они работают в команде. Друзья, партнеры, которые объединяют свои усилия для достижения поставленных целей. А домохозяйка Теона любит побаловать своих домочадцев блинчиками и, собравшись за столом, дружно порадоваться успехам самых маленьких членов семьи. В последнее время все за здоровый образ жизни. И поэтому минимально вообще пользуемся сахаром. Пьем в основном зеленый чай, ну и травы различные. Давиду скоро 5 лет. Добрый мальчик, который любит гулять и быть в центре внимания. Совершенно не смущается своей новой прически и свободно общается со сверстниками. Очень любит свою маленькую сестренку Энельку, которую он уже называет своим лучшим другом. Сейчас Давид ведет блог, в котором он делится своими впечатлениями от прогулок, танцует, придумывает детские конкурсы и сам снимает диалоги с мамой и папой. Кому нравится больше, синий или красный? Напишите комментарии. Уже умеет позировать и гримасничать. На это его вдохновляет харизматичный Джек Воробей, герой известного кинофильма «Пираты Карибского моря». Друзья, вот мы снова дома. Мы вчера пошли гулять, да, Гид? Да. И скажи, мы вчера пошли гулять, пошли в магазин, и мы опоздали на горку. Почему опоздали? Мы никуда не опоздали, мы пришли, еще и на горке покатались. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерингри. Сейчас 1 минута рекламы. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Вклад в науку. Ученые СВФУ получили гранты Российского научного фонда. Кто в числе победителей и какие проекты они продвигают? Направление будущего. На международных интеллектуальных играх в Якутске стартовали соревнования по 3D-моделированию. Что из себя сегодня представляет эта технология? Больше воды и мороженого. Как спасаются животные от такой жаркой погоды? Репортаж из зоопарка Артодайдо. Прямой эфир Якутия-24. Итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Ученые СВФУ получили гранты Российского научного фонда. Это победители исследовательского конкурса. По его итогам 11 проектов Северо-Восточного федерального университета, поддержанные грантами на общую сумму 4 миллиона рублей. В число победителей вошли ученые сразу нескольких институтов – физики, математики, мединститута, естественных наук и другие. С якутскими учеными и их проектами ознакомилась наш корреспондент. Нам поддержали проект Российский фонд фундаментальных исследований. Проект называется «Моделирование транспорта газа в трещиновато-пористой среде». Имеет фундаментальный характер, направлен на математическое моделирование, то есть в рамках тех направлений, которые имеются в лаборатории. Методами молекулярной динамики моделируем газ, моделируется, в общем, так сказать, добыча сланцевого газа, грубо говоря. Проект мы писали, наверное, месяц, но как будет сложно работать, и покажет уже работа над проектом. То есть, как сказали, работа еще пока у нас не начиналась. Вот. Увидим. Эта работа комплексная. Мы эту работу выполняем совместно с Институтом космических исследований и аэрономики, с которыми мы работаем уже где-то с 2002 года. И последние годы еще в эту работу включился Саратовский медицинский университет, кафедра терапии. Задача заключается в том, чтобы сейчас вообще подход индивидуальный к больным, именно в вопросах и диагностики, и лечения, и профилактики нужен быть индивидуальный подход. И вот внедрить вот этот индивидуальный подход как раз в практическое здравоохранение. Название нашего проекта – это «Эпическое наследие арктических северных якутов в контексте этнической истории. Проблема взаимодействия и взаимовлияния». Стать победителем гранта – это, конечно, очень приятно для наших сотрудников. Это показывает их научный уровень, это показывает их востребованность современной науки. Да? И, конечно, мы планируем провести тщательную работу и выпустить по итогам этой работы монографию. Международные интеллектуальные игры в Якутске набирают обороты. Сегодня стартовали соревнования по 3D-моделированию. Что из себя представляет эта технология? Какими темпами эту сферу осваивают школьники-участники? Сюжет Кристины Якуповой.
Коля Егоров уверен, станет инженером-архитектором. 3D-моделированием увлекается с 7 класса. Школьный кружок подтолкнул к серьезному вызову – участию в международных интеллектуальных играх. Мой руководитель Александра Григорьевна учила меня в программе AutoCAD, которая моделирует типа дома. Потом я заинтересовался 3D-моделированием. Все участники хотят выиграть, но самое главное – это участие. Я хочу им пожелать победу, уверенность и силу духа. Участвуют 29 команд, в каждой по 2 школьника. Ребята соревнуются по 2 направлениям – техническое и художественное. Должны обладать пространственным мышлением, то есть понимать, как должен работать какой-то механизм. Допустим, сегодня этап у них первый – техническое моделирование. Поэтому они должны собрать какой-то механизм, должны понимать его работу, чтобы наперед рассчитать все это. 3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. Основной задачей является разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира, так и быть полностью абстрактной. Участники получают техническое задание и эскиз предполагаемого устройства. Из этого нужно создать готовую 3D-модель. Результат уже зависит от самих ребят. Задание ребят создать прототип некого набора инструмента для обслуживания 3D-принтеров. То есть гаечные ключи, шестигранные отвертки и так далее и тому подобное. То есть учащиеся должны их самостоятельно смоделировать и подготовить к печати на 3D-принтеры. Завтра второе задание по 3D-моделированию. Какое? Организаторы не раскрывают. Участники интеллектуальных игр должны быть готовы к сюрпризам. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. В дни празднования Сыха Аланху Алданцы гости праздника собрали 80 тысяч рублей для приобретения ортезов для 5-летнего мальчика с диагнозом ДЦП. Организаторы акции провели беспроигрышную благотворительную лотерею. Основные призы в розыгрыше – воздушные змеи, смарт-часы, посещение парикмахера. Собранные деньги вручили маме мальчика во время проведения соревнований «Веселые старты» среди семей района в честь Дня семьи, любви и верности. Вниманию тех, кто собирается в отпуск на море, городская служба спасения Анапы запретила купание на городском пляже. Причина такова, что из-за перетока воды с более южных участков Черного моря вода около Краснодарского побережья оказалась очень холодной – от 14 до 20 градусов. А в Геленджике, по сообщению Роспотребнадзора, в пятницу произошла авария на канализационно-насосной станции. Поэтому купаться в бухте около города тоже будет нельзя. Как охотники на бивни мамонта связаны с учеными, которые хотят клонировать это древнее животное? На эти и другие вопросы по тематике ответит документальный фильм под названием «Генезис 2.0». В Якутске продолжается премьерный показ этой ленты. Зрители посмотрят фильм на 2 дня раньше остальных жителей России. Известно, что «Генезис 2.0» успел отметиться на крупных кинофестивалях. Он стал обладателем спецприза жюри на фестивале «Санденс». Режиссер фильма Кристиан Фрай, номинант на премию «Оскар», сорежиссер и по совместительству оператор выпускников ГИКа, якутянин Максим Арбугаев. Я даже не мог представить, когда поступал, что я буду работать с таким мэтром кино. Что мне понравилось в работе с ним, что мы были наравне. В плане наравне он не было такого, что он как-то навязывал что-то. То есть была полная свобода творческая. И вот эта открытость, вот эта дружба, которая у нас образовалась во время работы, она, конечно, очень помогла нам в создании фильма. Жаркая погода в эти дни стала серьезным испытанием не только для жителей Якутска, но и для питомцев зоопарка Ортодойду в Хангаласском районе. Как спасаются животные от такой жары? Репортаж Дмитрия Тымырова. Здесь все как у людей. Водные процедуры 3 раза в день. Утром, в обед и ближе к вечеру. Но в обеденном перерыве и в полдник им дают мороженое. Защитники здоровья животных могут быть спокойны. Мороженое без сахара. Это свежезамороженные овощи и фрукты. Животные рады такому уходу. Бурый медведь Пуги с трудом переносит жару. Спасает только вода из шланга. Поливает медведя каждый день.
Да, но животных мы спасаем от жары такими традиционными методами, да, это водные процедуры, это тень, это рацион немножко изменения, более таких легких кормов, да, сочных кормов. Им замораживают именно воду, фрукты, делают компот, замораживают и иногда дают мороженое. Они очень любят мороженое. От жары спасаются и белые собратья, Колыманы и Ломоносов, обладатели большого бассейна. Им шланг с водой не нужен, важнее игрушка. Не бросают работники зоопарка в жаркую погоду пернатых и грызунов. Это я даю свинкам, морским свинкам и кроликам. Но они тоже так получают свежее. Все свежее. Детенышей перенесли в прохладное место. Им жара может навредить. В Артадайду живут десятки видов животных. Комфортные условия для всех. Волноваться не стоит, говорят в зоопарке. Лучше лишний раз подумать о себе и надевать головные уборы. Жара в Якутске продержится еще несколько дней. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. До свидания.